Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня президент Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Гулрипшский район. Больше года в районе проводились масштабные работы по очистке русел и рек. Глава государства ознакомился с результатом проделанных работ и пообщался с жителями сел. Репортаж Ирины Ашба. Проблема выхода из берегов рек и многочисленных речушек во время паводков актуальна в Гулрипшском районе уже не один год. Многие годы вода заливала дома и приусадебные участки, смывая все на своем пути – живность, огороды и даже постройки. Вот почему в 2016 году в районе были начаты масштабные работы по расчистке русел рек. На эти цели из резервного фонда президента поэтапно было выделено порядка 40 миллионов рублей. Более 10 рек расчищено в течение прошлого года. И вот работы близятся к завершению. Первая остановка президента – село Пшап. Здесь речка с одноименным названием поменяла русло и размывала не только дорогу. Небольшая с виду речка практически смыла в море часть прилегающих к ней сельскохозяйственных земель. Более месяца трудились строители, чтобы вернуть ее в русло. Смета на проведение работ составила 8 миллионов рублей. Было вывезено больше 11 тысяч кубов материала, нерудного материала. Для сохранения прилегающей территории, поскольку на данном участке река, из-за того, что у нее были большие заторы, долгое время она сделала себе новый маршрут. То есть она пробила себе новое русло. И если вы обратите внимание, с правой стороны вы увидите, что часть участка полностью река забрала. А там была дорога, проходила, даже можно видеть часть заборок. Поэтому нам пришлось защитить эту часть. Мы сделали вот небольшую дамбу. На реке Пшап когда-то был и мост, но река постоянно подмывала опоры, а более 5 лет назад во время очередных паводков его полностью смыло водой. Конечно, отсутствие переправы местным жителям создает неудобства, а некоторые пытаются идти вброд, чтобы сократить расстояние. Президент поручил подрядной организации рассмотреть возможность восстановления моста. В аварийном состоянии находится и переправа через реку Малый Кадор в селе Бабушара. Эти мосты взять сегодня и в одночасье их сделать, наверное, не будет возможности. Но в любом случае нужно будет спроектировать, посмотреть, какие объемы средств нужно будет необходимо для того, чтобы их привести в порядок. Это не один мост. И вы видели, там мосты, и в любом случае все эти мосты требуют соответствующего ремонта. Люди живут, надо помогать. Рауль Хаджимба посетил ряд участков в русле реки Малый Кадор, на которых проведены очистные работы. Малый Кадор протекает через несколько сел района и во время паводков становится совсем немалым. Расчистка русла имеет и стратегическое значение, так как река протекает в тоннеле под взлетно-посадочной полосой аэропорта имени Ардзинба. Работы по расчистке русла Малого Кадора проводились в 2 этапа. Сначала ее расчистили от истока до аэропорта, затем от аэропорта до устья реки. Участок от аэропорта до моря занимает порядка 3,5 километров, его протяженность. Мы его расширили, углубили. Общая сумма средств строительных работ вышла порядка около 8,5 миллионов рублей. Следует отметить, что все работы проводились местными предприятиями. И, как отметил глава района, налоги, поступившие в бюджет, будут использованы в качестве дополнительных средств для дальнейшей расчистки и поддержания результатов. Помимо того, что работы сделаны, у нас еще и налоги остаются, которые мы на следующий год будем уже использовать как в качестве дополнительных средств, которые нам будут давать возможность, где засыпет, где река, она все равно неуправляемая, мы как хотим, так не получается. Потом уже последние годы вы сами видите, климатические условия не такие, как прогнозировались они. И прогнозировать очень сложно. Это мы сейчас говорим, что так все хорошо. Завтра что Кадор сделает, не знаем. Уже больше года в районе нет наводнений. И это, конечно же, благодаря расчистке русел рек. Правда, местные жители обеспокоены, ведь люди продолжают выбрасывать мусор прямо в речку. Речка нас не беспокоит. Большое спасибо. Вот сделали после этого нас. Нормально. Речка не беспокоит. Все нормально. Единственное, вот этот мусор. А кто выбрасывает? Машины приезжают, мы откуда знаем. Машины привезли, люди тоже вот все там возят. Вот вокруг везде мусор. Все, что хотите. У нас хозяйство, у нас корова, у нас дети ходят. Везде все валяется, везде. Вот это одна наша проблема. В Гулрипшском районе также протекает одна из самых непредсказуемых горных рек Абхазии – Кадор. Ежегодно с 2004 года в устье реки ведутся работы по расчистке. Сейчас прокладываются так называемые рукава, благодаря которым во время паводков река беспрепятственно вливается в море. Если снизу, значит, этот объем, значит, на образовавшихся наносов не снять, то
работы наверху невозможно провести. Здесь будет запруживать и там будет выходить из берегов. Поэтому основная задача сейчас успеть до паводка, убрать, значит, наносы. А естественно, что при расчистке этих искусственных рукавов весь материал, он представляет собой качественный материал, который может быть использован для любых нужд строительства самого высокого уровня, потому что этот камень обладает самой высокой маркой прочности. Кадор – крупнейшая лососевая река Черноморского бассейна, и все работы на ней осуществляются с учетом экологических особенностей и в целях сохранения биологического разнообразия природного объекта. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба провел совещание по оказанию содействия в подготовке к выборам президента Российской Федерации в марте 2018 года на территории Республики Абхазия. Глава государства отметил, что необходимо тщательно подготовить все необходимое для проведения выборов. Как сказал посол России в Абхазии Семен Григорьев, готовность к проведению выборов высокая. Уже действует рабочая группа при избиркоме. Создано 20 участков и образовано 20 избирательных комиссий. За каждым участком закреплено определенное количество бюллетеней. Досрочное голосование уже проводится для военнослужащих. Семен Григорьев также проинформировал, что ведется активная информационная работа. По центральным каналам республики демонстрируются предвыборные ролики на абхазском и русском языках. Президент обратил особое внимание на обеспечение безопасности на участках в день выборов. Министр внутренних дел Гарри Аршба сообщил, что совместно с СГБ разработан план обеспечения безопасности. Рауль Хаджимба поручил главам администрации городов и районов обеспечить транспорт для доставки избирателей на участки в день голосования. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Наала Авицба. В рамках программы льготного кредитования крупного и среднего бизнеса в Абхазии кредитуют инвестиционные проекты. На данный момент таковых 10. Одними из крупных инвестпроектов являются объекты компаний «Сухумская ривьера» и «Тотус». На объектах побывали наши корреспонденты. Репортаж Алики Трапш. В рамках программы льготного кредитования компания «Сухумская ривьера» осуществляет строительство комплексного объекта гостиничного типа в Сухуми. Данный проект включает в себя гостиницу с 58 номерами, кондитерский цех, кафе на 25 мест, магазин по продаже кондитерских изделий и офисные помещения служебно-бытового назначения на 25 сотрудников. По итогам реализации инвестиционного проекта мы ждем, что будет создано порядка 40 рабочих мест с довольно высокой среднемесячной заработной платой, это около 27 тысяч рублей, и будут производиться по предварительным расчетам ежегодное отчисление налоговых платежей около 7 миллионов рублей ежегодно. В скором времени ожидаются очередные бюджетные инвестиции, которые будут направлены на инфраструктуру, устройство подъездной автодороги, наружное водоотведение и внешнее электроснабжение. Завершить работы по строительству комплексного объекта гостиничного типа в Сухуми планируется этим летом. Еще одним примером реализации программы льготного кредитования является проект компании «Тотус». Он включает в себя строительство современной гостиницы «Рица» в Гагре. Объект представляет собой 7-этажное здание на 78 номеров с единовременным размещением до 200 человек и полным комплексом услуг по их обслуживанию, проживанию, питанию и проведению досуга. Значимость этого проекта тут очевидна. Во-первых, это и рабочие места для жителей города Гагры. Кроме того, это все-таки укрепление и развитие рекреационного потенциала. Ну и мы надеемся, что вот этот вот проект укрепит внешний вид и облик города Гагры тоже. 280 миллионов стоимость данного проекта, из которых 240 миллионов это заемные деньги, предоставленные в рамках вот этой программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Остальная часть это собственный капитал. На первом этаже гостиницы предусматривается кафе с баром и бильярдной. На цокольном этаже спа-зона. Все номера имеют выход на балконы, а на верхнем этаже открытая терраса, где открывается отличный вид на набережную и горы. Во дворе гостиницы будет располагаться круглогодично эксплуатируемый комплекс с бассейном. Сегодня в гостинице выполняются работы по внутренней отделке, прокладываются коммуникации. В Министерстве экономики уже подготовлен пакет документов на предоставление мер государственной поддержки этому инвестиционному проекту. Речь идет об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры инвестиционного проекта, то есть создание энергетической, инженерной инфраструктуры, а также устройство подъездной автомобильной дороги. Сейчас пакет документов подготовлен, находится на согласовании у российской стороны, и в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию
Республики Абхазия, мы планируем начать финансирование в ближайшее время и успеть к началу работы предприятия все эти работы завершить. Вопрос благоустройства прилегающей территории гостиницы «Рица» пока остается открытым. На заднем плане вы видите постройки, которые портят внешний облик нашего отеля и портят общее впечатление о гостинице. Поэтому мы надеемся на содействие новой администрации и нового мэра, на решение юридических вопросов по оформлению данных участков. И мы готовы вложить собственные средства в благоустройство данной парковой зоны, и чтобы улучшить не только прилегающую территорию к нашей гостинице, а также и внешний облик набережной города. Завершение строительства современной гостиницы «Рица» в Гагре планируется в июне этого года. Алика Трапша, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня жители улицы Габеча в районе Маяка, обеспокоенные состоянием дороги, собрались, чтобы рассказать о своей проблеме и попросить у местных властей оказать им помощь в ее восстановлении. После небольшой акции горожане разошлись, но проблема осталась. Тему продолжит Сарья Смыр. Проблема бездорожья по улице Габеча в районе Маяка совсем не новая и давно уже всем известна. Асфальт здесь последний раз прокладывали еще до войны. Но если у одних жителей района есть возможность не ездить по этой улице, находя обходные пути, то у других ее вовсе нет. В еще более худшей ситуации находятся пешеходы. Ведь каждый день, выходя из своего дома, им приходится преодолевать препятствия из огромных луж. Остатки тротуаров еще с советских времен, потоки канализации, усиливающиеся при каждом ливне, наспех залатанные огромные ямы, портящие и без того нелицеприятную картину наших дорог. Грустная реальность. Несмотря на то, что городские власти периодически проводят ремонтные работы, ситуация не меняется в лучшую сторону. Как говорится, яма на яме, что доставляет большие неудобства автовладельцам, не говоря уже о пешеходах, которые ввиду отсутствия тротуаров вынуждены ходить по проезжей части. Тем не менее, нельзя не заметить, что некоторые центральные улицы и тротуары все же заасфальтированы. Мы решили обратиться в столичную администрацию, чтобы узнать, планируется ли капитальный ремонт других городских улиц. В чем провинились жители улицы Бубновой, улицы 4 марта или других улиц, которые еще в худшей ситуации, чем улица Габеча? Ведь все дороги города разбиты. Как быть с 5-й школой, где люди не могут подъехать к школе? Вся канализация течет по дороге. И мы сейчас делаем канализацию 800 метров. Это только одна канализация обходится 7 миллионов, а вместе с асфальтом 15 миллионов. То есть, когда у тебя мало средств, всего 50 миллионов на руках, и мы здесь начинаем взвешивать, что первостепенно, что второстепенно. Город не может выделить деньги на асфальтирование, мы можем изыскивать деньги только на ремонт каких-то локальных мест. Дело в том, что город живет на самофинансировании, все деньги уходят на текущие расходы. И в связи с этим я хотел бы попросить горожан набраться терпения. Если каждый будет перекрывать улицы, это мы на что будем похожи? Это нельзя такие вещи делать. Есть проблемы у нас, они, конечно, важны. Я понимаю, что дороги создают очень много неудобств горожанам. Но как быть, когда средств не хватает? Как быть с этим? Мы должны более уважительно друг к другу относиться. Вместе с тем, дорожные работы, которые проводятся в других районах страны, в основном в Гутаутском и Гагарском, выполняются за счет российской инвестиционной программы, а в столице в ее рамках будут восстанавливать 2 улицы. В городе Сухум планируется завершить в этом году 2 улицы. Это улица Адыгейская и улица Имама Шамиля. В Гаграх закончена 1 улица в поселке Сичко, так называемый поселок. И в городе Гагра непосредственно сама улица Адыга. В городе Гудаута 4 центральные дороги. Сухумский район так был включен в программу. Это дорога на Каманы. В Кварчальском районе это
дорога от Творщала до Агубедии. По остальным улицам все банально, денег на это не выделялось. Капитальный ремонт дороги – это дорогое удовольствие, которое требует немалых затрат. Без помощи государства вряд ли эта проблема будет решена в ближайшее время. Сария Смыр, Роберт Ломия, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. 6 марта – день рождения нашего знаменитого соотечественника, писателя Фазиля Искандера, которому исполнилось бы 89 лет. Именно в этот день Оргкомитет Международной литературной премии имени Искандера объявил длинный список соискателей престижной награды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Русский пен-центр, учредивший премию в 2016 году. Список соискателей премии представлен именами известных прозаиков, поэтов и драматургов, таких как Анатолий Гаврилов, Олег Глушкин, Кант Ибрагимов и других. Короткий список финалистов будет объявлен в середине июня 2018 года. В этом сезоне к 3 номинациям – проза, поэзия, киносценарий и пьесы по произведениям Искандера добавилась еще одна – «Чегемские высоты», специально для молодых до 35 лет писателей, поэтов, киносценаристов и драматургов Абхазии, а также стран и республик Кавказского региона. В жюри премии вошли известные писатели, члены Русского пен-центра: Евгений Попов, Александр Городнецкий, Максим Гуреев, Борис Евсеев, Марина Кудимова, Эдуард Русаков. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял авторов спектакля «Келешбей», режиссера, народного артиста Республики Абхазия Шалву Гицба, писателя, драматурга Анзора Мукба, народную артистку Республики Абхазия Софу Агума, актеров Государственного молодежного театра Абхазии Аслана Анкваби и Аслана Еник. Во встрече приняла участие министр культуры Эльвира Арсалия. Глава государства с удовлетворением отметил, что спектакль ему очень понравился. Очевидно, что Абхазский театр развивается, его облик меняется, сказал президент. Художественный руководитель Государственного молодежного театра Абхазии Софа Агума рассказала о том, что ей и режиссеру спектакля удалось донести свой замысел до автора пьесы Анзора Мукба. Только заручившись его поддержкой и пониманием, они приступили к работе. Молодые актеры поблагодарили главу государства за прием, а также отметили, что им необходима поддержка в связи с выездом в Москву по приглашению московской абхазской диаспоры. Как было отмечено на встрече, молодежному театру будет оказана государственная поддержка. В Абхазском государственном музее состоялась презентация сайта историко-мемориального музея Нестора Лакоба. Сайт был разработан при поддержке Министерства культуры и историко-культурного наследия Абхазии. Разработчик сайта Ахрасмыр отметил, что для него было большой честью участвовать в столь масштабном проекте. Работа над сайтом только начата. Предстоит собрать большое количество материалов, фотографий, работа над архивными данными. Достаточно необычный подход у разработчиков сайта был к его визуальному оформлению. После недолгих раздумий было решено остановиться на чистом листе с росписью самого Нестора Лакоба. Чистый лист, с которого Нестор Аполлонович Лакоба и его единомышленники начинали восстановление государственности Абхазии, более полувека утраченной. Абхазия, находившаяся под прямым колониальным управлением царской России, да, получила свободу и получила возможность, мизерную возможность, которую на все ценой своей жизни буквально, да, вот использовал Нестор Аполлонович, использовали его единомышленники. Впоследствии их практически всех не стало. Вот, и именно поэтому автограф Нестора Аполлоновича на чистом листе. На сайте появятся фото и видеоматериалы о Несторе и Сарии Лакоба. Более того, здесь можно будет найти важные исторические документы, переписки и другую информацию о жизни и деятельности борца за свободу. Более того, на сайте будет много информации о жертвах политических репрессий. Любой человек может войти на этот сайт и, по сути дела, узнать все новости, которые, в общем-то, будут происходить в музее и вокруг историко-мемориального музея. Но он посвящен не только Нестору Лакобу, естественно, знаете, он посвящен будет и репрессивной политике того периода. Пока сайт функционирует только на русском языке. В ближайшем будущем планируется добавлять материалы и на английском. Это позволит иностранцам узнавать много нового об Абхазии. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия поблагодарила создателей сайта. Сегодня это очень важно в век информации, когда все эти материалы должны быть доступны. Это имеет большое значение для истории, для Абхазии, это очень актуально.
Помимо своего прямого предназначения, как было отмечено на презентации, сайт виртуально будет выполнять часть организационной музейной работы. Срез Мартивургугохия, Абхазское телевидение. В Центральном выставочном зале города Сухум открылась ежегодная весенняя выставка, посвященная Международному женскому дню 8 марта. На ней представлены работы известных абхазских мастеров, а также молодых художников. Всего 35 работ различного художественного жанра – натюрморты, пейзажи, портреты, скульптуры. Весенняя выставка продлится до конца недели. Здесь представлены две мои работы. Это диптих из двух работ. Диптих называется «Тишина». Работа номер 1 называется «Корабль». Работа номер 2 называется «Два рояля». Это живописные работы. Они выполнены такой современной техники, современного искусства. На работах отсутствуют рамы, так как мне не хотелось отвлекать внимание от самих работ на рамы. Морская тема вообще как бы символ моего творчества. Море, чайки, парусники, так как я занимаюсь парусным спортом в Сухуме. Ну, вот это моя тема, и мне хотелось сделать что-то новенькое, но опять же не отходя от темы. Министерство образования и науки Абхазии сообщает, что все абитуриенты, претендующие на квоты, выделенные правительством России для Абхазии, согласно постановлению Народного собрания, обязаны сдать экзамен по государственному абхазскому языку. Экзамен будет проходить в здании Сухумской 4-й средней школы 13 марта в 10 часов. Абитуриентам при себе необходимо иметь паспорт гражданина Республики Абхазия и справку со школы. 9 марта, пятница, объявлен нерабочим днем. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц. В соответствии с распоряжением рабочий день переносится на 1 сентября субботу. Таким образом, в Абхазии 4 выходных дня подряд – 8, 9, 10 и 11 марта. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии сохранится преимущественно ясная погода. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью 4-9, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.